Да сейчас по всему Северному Кавказу происходит глобальное переписывание истории, где Россия из объединяющей силы начинает постепенно превращаться в сознание местных жителей в оккупантов, с которым, по сути, нужно бороться. Вы думаете, я натягиваю сейчас сову на глобус, а давайте я вам просто все опишу. Итак, возвращаемся в 15 декабря 2018 года в Дагестан, в кумыкское село Агачиу, где был установлен памятник кому? Правильно, солдатам. Но каким? Правильно, Османской империи. Да, то есть в России в 2018 году устанавливают памятник турецким воинам. Вы мне зададите вопрос, а разве турки с нами были когда-то союзниками? Разве мы ввели с ними какие-то совместные действия? Старейшины местных дагестанских сел при поддержке местных властей решили увековечить память турков, которые воевали с Россией в 1918 году. А я напомню, что на тот момент в нашей стране разворачивалась гражданская война, и разворачивалась Первая мировая война. То есть фактически был на территории России, в Дагестане, в российском селе установлен памятник интервентам, которые вторглись на территорию нашего государства. Но, быть может, просто решили почтить памятник людей, которые погибли на этом месте. Но не все так просто, ребята. Давайте же зачитаем, что написано было на памятной табличке в 2018 году на этом памятнике. Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-8 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжикалы, Порт-Петровска, от оккупационных войск генерала Бичерахова. Мир и покой их душам. По информации кумыкской газеты «Йолдаш», на кладбище Агачиува похоронены 69 турецких солдат. Их могилы есть также в селах Тарки, Кахуляй и Альбукерикент. Вы услышали, оккупационные войска Бичерахова. Ну, быть может, это какой-то иностранный генерал, который решил вторгнуться на территорию Дагестана. Может быть, он был британцем, французом, немцем, я не знаю, может, даже китайцем. Но нет, он был подданным Российской империи, то есть перед нами классический российский или русский военный, который решил защищать интересы России на юге нашего государства. Более того, Бичерахов запомнился в истории России следованием каким-то принципам. То есть, когда 25 октября 1917 года в стране фактически началась гражданская война, Лазарь Бичерахов отправил своему командующему генералу Баратову следующий рапорт с таким содержанием: «Я решил остаться на фронте. Во-вторых, я буду продолжать воевать. В-третьих, я не буду участвовать в перемирии. В-четвертых, считаю все переговоры предательскими. Это решение мое, и я один отвечу за него перед Россией». То есть на фоне разброда и шатания, когда красные и белые делили власть внутри государства, Бичерахов заявил: «Я буду защищать южные границы Российской империи от посягательства турецкой армии». И фактически до 1918 года ему это успешно удавалось. Но вот уже в конце 18 года Бичерахова все-таки турецкие войска выбили из Дагестана. И что важно, это произошло после заключения сепаратного Брестского мира. То есть Турция и Россия уже как бы не должны были вести никаких военных действий. То есть фактически происходящие тогда события можно было бы назвать интервенцией. Многие историки так и утверждают, что турецкая армия в 1918 году попыталась устроить интервенцию на территории современной России. Для чего? Правильно, захватить некоторые регионы нашего государства и установить там свое господство. Более того, в этом регионе был создан ряд марионеточных государств, которые действовали по сути по велению Османской империи. Например, Горская республика. Вот так вот горцы вместе с османами в Дагестане напали на российского гражданина, командующего российской или русской армией, и выбили его из региона. И теперь это событие уже в 2018 году увековечивается в нашей исторической памяти. Но, знаете, самый большой скандал разгорелся чуть позже. Уже в начале 2020 года некоторые власти, то есть в Дагестане все-таки есть думающие люди, поняли, что с этим памятником что-то не так. На нем изображен турецкий полумесяц. Он прославляет турецких солдат. Русских солдат называют оккупантами. Что-то с ним нужно делать. Было решено изменить памятную табличку, и она стала более нейтральной и более примирительной. Итак, в 2020 году на этой табличке написали: «В память воинам, павшим в боях за свободу России и Дагестана на горе Тарки-Тау вблизи селения Агачиу в 1918 году. Мир и покой их душам». Согласитесь, довольно примирительно и нейтрально.
нейтрально. В принципе, как в духе с нашей с вами современности, когда пытаются угодить всем сторонам исторического конфликта. Но местные власти и местные старейшины этих сел взбунтовались и сказали, что данная табличка новая не соответствует исторической правде. И памятник снова нужно вернуть к своему первоначальному виду, то есть к табличке 2018 года, на которой говорится, что русские солдаты и русский генерал Бичарахов, который, кстати, по происхождению был-то осетином, являются оккупантами, и что турки молодцы, что правильно дали и надавали им по щам тогда в 1918 году. Как иначе не назвать эти события как исторической или памятной войной против России? Сначала вас называют оккупантом, потом сносят ваши памятники, впоследствии освободителями называют вообще граждан другого государства. Ладно бы в Дагестане был установлен памятник в честь горцев, это можно было бы как-то понять. Но когда устанавливают памятник в честь Османской империи и в честь османских солдат, здесь не нужно никаких инотолкований. Прямо сейчас Северный Кавказ России пытаются вновь раскачать и выбить из состава России. Там активизировалось турецкое влияние. Вот вы думаете, эти черкесские активисты действуют самостоятельно? Нет. Самая крупная и самая продвинутая черкесская община существует на территории современной Турции. Эти люди летом 2020 года митинговали против конституционной реформы в России. Они митинговали против Олимпиады в 2014 году на территории Сочи. Более того, они напрямую прикармливаются из бюджета современной Турции. Вы думаете, что Эрдоган наш союзник? Нет, он посматривает на Северный Кавказ России и всячески будет там расширять свои зоны влияния. А мы лишь показываем свою слабость, когда сносим памятники русским солдатам и устанавливаем в России же памятники турецким солдатам, которые убивали русских солдат.